Ингушетия многовековая. Эта выставка позволяет погрузиться в мир богатой культуры и самобытных традиций. Здесь представлено более 50 работ талантливых художников, вдохновленных красотой и духом ингушского народа. Одно из таких полотен – беседа Зелимхана Эсмурзиева. Мудрый старец на картине с подчеркнутым достоинством, силой духа и благородством стал выражением позиции автора, который повествует: ценность личности не зависит от его положения в обществе. В общем, он придает живо очень. И так, как вот мы видим на самом деле в жизни. Даже вот стойка, вот, допустим, старика, который стоит по отношению к зрителю спиной, она написана очень замечательно. Вот бывает, вот, как будто вот видно даже, как человек прожил вот эту жизнь, вот, как, в какой-то степени даже характер вот этой его стойкой передан художником. В коллекцию Государственного музея изобразительных искусств недавно поступили ценные экспозиции: портреты Хаджибекира Ахриева и Гази Магомеда Даурбекова. Это одни из самых первых профессиональных художников Ингушетии. Именно в их работах достоверно запечатлены яркие эпизоды революционного времени на Кавказе. Судьба творчества Хаджибекира трагична. Большая часть работ была сожжена после его ареста и отправки в сталинские лагеря. Остальные же во время боевых действий в Грозном. Вот работы, допустим, Хаджибекара Ахриева и Гази Магомеда Даурбекова, они находились в грузинских музеях. И вот после военных действий мы знаем, что не сохранилось ничего. И вот работы этих художников сегодня находятся, насколько я знаю, в Ставропольском музее. Вот. А Хаджибекар Ахриев, помимо того, что занимался живописными работами, графическими работами, он занимался еще резьбой по кости. Да, вот это были высококвалифицированные художники. Наведи, распознай и узнай. Получить новый опыт и впечатления от посещения выставки «Ингушетия многовековая» теперь можно с бесплатным приложением «Артефакт» и «Дополнительная реальность». Его можно установить перед посещением музея, а также скачать на месте в App Store или Google Play. Есть и функция перевода на английский язык. Экспозиции, доступные для распознания приложением, помечены стикером. Всего их 40. Узнать интересные факты об экспозиции достаточно просто. Для этого нужно перевести камеру телефона на QR-код, перейти по ссылке. Здесь откроются две возможности. Можно как в самом приложении что-то найти, так и на самом сайте. Если мы нажимаем на «Изучить на сайте», то тут открывается подробная информация о самой картине. Это время создания ее. Например, вот эта картина Ловзер была написана в 21 веке. Тут также есть, в какой технике она была написана. Это холст и масло, а также для удобства можно включить и аудио, если вам не хочется читать длинный текст. То есть это в самом сайте. Название картины «Ловза» на русский язык переводится как «игра», «забава» или «свадьба». В 2021 году Государственный музей изобразительных искусств вошел в число победителей национального проекта «Культура», в рамках которого и был создан мультимедийный гид по выставке «Ингушетия многовековая». Артефакт больше всего понравится молодежи, так как именно они проводят много времени в гаджетах. Это очень удобное направление, потому что сейчас цифровая культура и мультимедиа технологии в музеях они широко используются, потому что музей давно вышел за рамки традиционного музея, и мы знаем, что применяются современные технологии. Краски гор и душа народа. Выставка – это не просто просмотр картины, это путешествие в мир истории, красоты и глубокого смысла. Ингушетия многовековая – это своеобразный мост между поколениями, на котором можно понять, как формировались ценности ингушского народа. Попасть на экспозицию можно до 17 сентября. Амина Зязикова, Али Зязиков, Магаз 24.